Спасибо большое. Александр Александрович Маркевич, журналист, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Знаете, что вот интересно, вот вы сейчас сказали про 7 из 8 районов, про Гудауту, и при этом вот оппозиция, вот эта псевдооппозиция на самом деле постоянно утверждала, что данные социологии, которые делают наши социологи, якобы не соответствуют действительности, да? Но ведь если посмотреть на прогнозы, которые давал на первый тур там, тот же Инсамар, да, то результат он практически неотличим оказался от прогнозов. Вот у нас здесь присутствует, собственно, представитель Инсамара Виктор Александрович Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Да? Виктор Александрович, вообще не обидно вам вот это вот все было? Потому что, ну, когда вот эти люди, которые на себя лейбл, шкурку оппозиции натянули, а на самом деле там увольняют главу службы безопасности, пытаются МВД разогнать местное и прочие там устраивают демарши, да? Вот не обидно вам, когда ваши профессиональное достоинство на самом деле подвергается сомнению, когда при этом вы видите впервые, кстати, за многие десятилетия, наверное, препятствия в работе с социологом, и еще обвиняют вас в том, что вот все это неправильная социология. Вот расскажите, пожалуйста, как вот... Ну, по меньшей мере это удивительно. Спасибо, Павел Викторович. Да, и в этом смысле давайте действительно зафиксируем. Институт социального маркетинга ввел социологический мониторинг, и мы делали это, вообще говоря, не первый раз. Значит, все интересующиеся могут посмотреть прогнозы, которые давал Инсамар в прошлые выборы, и мы всегда попадали, что называется, в цифры. Вот. И в этом смысле, ну, там все происходящее в республике в этот раз, с одной стороны, это все предсказуемо, вы абсолютно правы, мы действительно попали в те цифры, которые давали накануне. Мы давали не прогноз, мы давали рейтинг, и в этом смысле там разрыв, который продемонстрировали кандидаты в первом туре, он как раз попадал в те самые цифры, которые давал Инсамар. И в этом смысле, на самом деле, как бы ожидание второго тура и предсказание второго тура, мы тоже об этом говорили, в том числе на круглых столах ИИСи, то есть это соответствует настроению и ожиданию со стороны людей. Ну, безусловно, как это еще раз хотелось бы зафиксировать, вот коллеги-политологи говорили о том, что, ну, вот есть такое как бы противодействие буквально воле народа, вот, я могу это подтвердить, потому что, ну, иначе интерпретировать, ну, скажем так, гонение на социологию в эту выборную кампанию я объяснить не могу, потому что желание сокрыть, как бы, ну, реальное состояние общества, оно прежде всего в интересах определенных политических игроков, которые хотели бы интерпретировать происходящее немножко в другом ключе. Ну и здесь, безусловно, очень трудно избежать ну, каких-то параллелей с соседней страной, с Украиной. Мы сталкивались с подобным. Я лично подвергался атаке со стороны штаба Ардзинбы. Люди представлялись штабом Ардзинбы, и в этом смысле я могу говорить об этом уверенно. Социологи, вообще говоря, давно уже не работают на бумаге, интервьюеры работают на планшетах, и как это, ну вот досадными случаями работы наших полевых структур стало то, что, ну вот как это, девушек, которые вели опрос, на них просто напали, отобрали планшет и бросили в реку. Вот, ну, как это было бы, наверное, как-то забавно, если бы не касалось, ну, там, вопросов, в том числе личной безопасности и русских в республике в том числе. Еще раз, значит, социология попадает во все прогнозы и в то, что происходит. И несколько все-таки моментов о темах кампании. Если говорить о темах этой зимней кампании, то прежде всего это вопрос суверенитета, это вопрос эффективной власти и вопрос развития региона. И в некой ортогонали, вот буквально как бы особой темой выборной кампании в Республике Абхазии, собственно, всегда является тема взаимоотношения с Россией. Я просто как бы там некоторые данные из наших исследований, мы задавали вопрос, какие эмоции чаще всего испытывают жители Абхазии, когда думают или разговаривают о России.
благодарность, доминирующая, надежда, уверенность и гордость. В этом смысле особая связь наших стран, она является очевидной. В этом смысле вопрос, скажем так, как будут строиться отношения, это, безусловно, очень важный вопрос и стратегии развития, и программы президента, и, собственно, выборной кампании. Всегда очень хорошо говорят вот прямые высказывания, что люди говорят про Россию. Это вот дословно цитаты из исследований, которые вел Институт социального маркетинга в эти дни в Республике Абхазия. Мы с Россией как двоюродные братья, соседи-братья. Они за нас, мы за них. Россия единственная страна, которая признала нашу независимость. Мы России благодарны за то, что она нас защищает. Россия помогает, она все делает, хотя не обязана. Без России у нас не будет безопасности. И в этом смысле вот все сейчас фиксируют, и мы как социологи в первую очередь, лидирующие позиции Бадры Гумбы. И, собственно, эта лидирующая позиция в том числе основывается не только на компетенции, не только на, скажем так, готовности и годности кандидата выполнять обязанности президента, но и то, что у него добрые отношения с Россией, и это было продемонстрировано конструктивно в ходе кампании. Остается уже у нас выборная кампания, прямо календарно совпадающая с зимой. Завтра последний день выборной кампании. Понятно, что эта неделя очень сложная. И вот сегодня очень много говорили о попытках силового давления, в том числе о разжигании межнациональной розни. И в этом смысле можно порассуждать, что будет происходить в этих условиях. Безусловно, если Россия является особой темой, то Гумба сохранит свои лидирующие позиции и, что называется, возьмет свое. Безусловно, можно говорить, что электорат кандидатов, которые отсеялись в первом туре, с очень высокой вероятностью придет и будет голосовать за лидера. Какие неприятные артефакты могут быть в связи вот с последней неделей, с тем, что происходит? Это, Ардзинба в том числе отпугивает своих сторонников, это безусловно. Здесь нужно, я выхожу на очень такое тонкое поле, но здесь нужно понимать политическую культуру и в том числе менталитет и традиции региона. Вот. И в этом смысле, когда мы вели исследования, мы не раз слышали, что самый нежелаемый и самый опасный сценарий, который есть с точки зрения жителей, это прямое противостояние, выход за пределы легитимного поля и, не дай бог, какая-то вражда внутри республики. И это не просто как бы опасение, это еще и то, что считается недопустимым с точки зрения политика мужчины со стороны менталитета. И в этом смысле, конечно, это может дать испорченные бюллетени, это может дать против всех, это может быть снижение явки, но самое главное, что это, конечно, не добавит привлекательности кандидату, который этим занимается. Спасибо большое. Виктор Александрович Павремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Это было интересно, особенно в конце, когда вы сказали про популярность, про поддержку. А давайте поподробнее об этом поговорим. У нас Сергей Александрович Толмачев, политический консультант на связи, и он очень четко может всегда по всем выборным процессам рассказать буквально на пальцах, в процентах, как там, что, где и как. У нас же, в конце концов, круглый стол называется «Расклад сил накануне второго тура». Давайте вот об этом конкретно. Сергей Александрович, пожалуйста, вам слово. Да. Здравствуйте, коллеги. Хорошо меня слышно? Нормально. Значит, смотрите, четко на пальцах по процентам и по всему остальному. Победил кандидат Бадра Гумба в 6 районах из 7 и в городе Сухум. Значит, он победил на 100 участков, на 50 участках победил оппонент, и 2 участка там была ничья. Значит, соответственно, абсолютное большинство, 46% у нашего кандидата,
36% у оппонента и 13% у остальных кандидатов. Плюс 3% испорченных бюллетеней и 2% против всех. Вот это вот составляет, всего проголосовало 98 тысяч человек. Значит, большинство людей, которые ранее голосовали за наших оппонентов, 13%, они переходят к кандидату, к нашему, к пророссийскому, к Бадра Гунба, потому что эти кандидаты все давно и изначально принадлежали к одному лагерю богопшистов, да, как их иногда здесь называют, и большая часть из этих 13%, можем считать, там, что порядка 10, перейдет к пророссийскому кандидату. Но даже здесь дело не в том, что, так сказать, эти голоса перейдут, а дело в том, кто как ведет свою избирательную кампанию после первого тура. 3 попытки уже совершил штаб Арденба для того, чтобы, так сказать, ну, так или иначе, силовым образом попытаться расшатать ситуацию. Подчеркиваю, 3 попытки. Они захватывали филармонию, они, значит, приезжали большим количеством народа к избирательной комиссии для того, чтобы, как бы, значит, на нее повлиять. И это, ну, и каждый раз, на самом деле, они видели существенный отпор со стороны всего народа Абхазии, как то там абхазов этнических, армян, русских и так далее. И они понимают уже, мне кажется, на сегодняшний день, что это все у них не получится. Но что они сделали во втором туре, да, то есть как только они увидели эти результаты для себя очень печальные, они рассчитывали на гораздо большие результаты, они начали запугивать армян. Здесь прямо впрямую звонить, впрямую, значит, эти все данные утекли в сеть, впрямую приезжать, впрямую угрожать в армянские села. И этому есть большое количество фактов, непосредственных подтверждений. Ну, таким образом, если там у нас соотношение, может быть, было среди армянского населения там 70/30, то теперь я считаю, что 100% армянского населения будут голосовать за Бадру Гунба. И все вот эти вот движения, да, нелепые, так сказать, штаба Арденба, они, ну, привели только к обратному эффекту. Вторая попытка. Видя, что большое количество граждан Абхазии едет сюда проголосовать, из Сочи, из Краснодара там, и так далее, значит, и значит, какие-то подозрения у них возникли по поводу того, что сюда какие-то еще люди просочатся, которые могут поддержать Бадру Гунба там, силовым образом, да, они попытались оказать давление на органы правопорядка, на МВД и на СГБ. Ну, теперь у них нет друзей среди силовиков. Да, и последняя, значит, самая история, когда они оказали давление на комиссии, потребовали поменять все комиссии, потребовали ввести видеонаблюдение, в общем, выдвинули большой ряд невыполнимых требований. Они эти требования и не предусматривали, что они будут выполнены. Значит, после этого они потеряли учительское сообщество, потому что в основном члены комиссии из учителей, потеряли врачебное сообщество, честно говоря, потеряли и интеллигенцию. Поэтому вот эти все действия пока приводят к тому, что штаб Арденба продолжает последовательно терять голоса. И на самом деле абхазский народ, многонациональный народ Абхазии, да, и вот мы тоже видели исследования, проводили, да, и видим, что большой стыд уже у самого абхазского, да, вот у этнических абхазов вызывает такое поведение штаба Арденба. Им прямо стыдно вот за эти высказывания, стыдно за то, что люди так себя ведут, и это, честно говоря, ну, не соответствует кодексу, по которому здесь люди живут на протяжении многих сотен лет. Кандидат Арденба, он, ну, максимально не соответствует тому, как должен вести себя прилично, так сказать, абхаз. И на самом деле, и если где-то кандидат Арденба пытается от этого, ну, как бы как-то таким образом отойти каким-то, да, то его окружение, ну, оно абсолютно оседлало, я бы так сказал, криминально-националистическую волну, да, то есть угрозы, попытки кого-то запугать, попытки, значит, сказать, что судьбу Абхазии должны решать только абхазы по национальности. Но если даже проанализировать только абхазские села, взять, да, вот, и посмотреть, вот, где преимущественно проживание абхазов, то там тоже выиграл кандидат Бадра Гунба. Это очевидно. И просто, ну, берешь, считаешь, вот.
все эти участки, все это видно. Поэтому то, что мы видим, это агония, и мы понимаем, что есть кандидат, который настроен на взаимоотношения с Россией, на углубление стратегического партнерства. И этот кандидат, который, будучи кандидатом, благодаря своим личным связям не говорит, а делает, он на самом деле сделал уже очень много, просто будучи кандидатом. Да? То есть реконструкция аэропорта и запуск регулярных рейсов, о чем вчера говорил Сергей Владимирович Кириенко, это заслуга Бадры Гунба. То, что в республике прекратились верные отключения электричества, это заслуга Бадры Гунба. Большое количество автобусов пришло детских, школьных, это заслуга тоже Бадры Гунба. И так далее, и так далее. По медицине помощь, кадровый конкурс команды Абхазии. Все понимают, что это делается благодаря Бадра Гунба. Причем административный ресурс, как правильно гласит тут это вот ошибочное разделение, оппозиция, там не оппозиция, административный ресурс находится в большей степени на стороне команды Арзинба. Исполняющий обязанности – это продукт соглашений ноябрьских, и это представитель, так сказать, каджимбистского лагеря, да, то есть каджимбисты и багапшисты. Вот есть такие два лагеря, они давно сформировались по именам, так сказать, двух бывших президентов. Поэтому на самом деле мы видим, что во втором туре все больше и больше народу переходит на сторону кандидата Бадра Гунба. Очень большое внимание к этим выборам у всего народа, у всех, так сказать, народов, населяющих Абхазию, у всего народа Абхазии. И можно говорить с уверенностью о том, что кандидат Бадра Гунба лидирует очень хорошо, и единственный, так сказать, шанс у арзинбистов, да, остается следующий. То есть каким-то образом опротестовать итоги выборов, такой путчистский вариант, да, и очевидно они к нему готовятся, и поэтому и 1 марта будет напряженным днем, и 2 марта будет напряженным днем, но все наблюдение за штабом Бадры Гунба показывает, что и штаб Бадры Гунба тоже к этому готов, у него очень много сторонников и гораздо больше, которые ведут себя намного спокойнее, но тоже готовы дать отпор путчистам. И мы все знаем, что известный герой ДНР Ахравик, командир легендарной пятнашки, поддержал Бадра Гунба. И мы понимаем, что, честно говоря, вот эти все попытки силового захвата зданий, те, которые были в ноябре, силового захвата избиркомов и так далее, но они, честно говоря, обречены на провал. Именно поэтому такое нервозное поведение в штабе Арзинба, да, очень нервозное поведение в штабе Арзинба, такое ощущение, что сам кандидат Адгур Амирович Арзинба, он же не контролирует различные свои структуры, там, криминальное крыло своих сторонников, националистическое крыло своих сторонников, что они все действуют в разнобой, и что часть из них уже взяла курс на то, что давайте все-таки попробуем методом путча пойти, часть пытается еще идти путем, так сказать, запугивания отдельных этнических общностей. Здесь не только армяне, здесь и мингрелы, и русскоязычное население большое, да, вот, они идут этим путем, а часть все-таки еще на что-то надеется, там, на то, что там удастся как-то дезавуировать там результаты первого тура и каким-то образом набрать голоса. Но мы видим, что сейчас подавляющее большинство народа Абхазии находится на стороне кандидата, на стороне, еще раз хочу подчеркнуть, пророссийского кандидата Бадры Гунба, который будучи всего лишь кандидатом, используя свои личные связи, решил большое количество проблем, которые стояли перед Абхазией. Я уже их называл, да, там самолет, электричество, автобусы там, и так далее. И люди это видят, и люди понимают, кто есть кто. Кто тут пророссийский, а кто тут, скажем так, лишь декларирует свою пророссийскость. Потому что в комментариях сторонников Арзинбы, там, вот во всем его крыле, такое количество национализма, понимаете, здесь Украина уже несколько раз упоминалась. Вот у меня полное ощущение, что на машинке времени мы там в конце нулевых в Украине как бы очутились, когда вот, значит, крен от самостийности пошел уже в сторону национализма, а чем это кончилось, мы все видим на самом деле. Поэтому надеемся на мудрость народа Абхазии, народов всех Абхазии, и абхазского, и армянского, и русского, и мингрельского, и так далее. И понимаем, что, скорее всего, и наибольшая вероятность победы у Бадры Зурабовича Гунба. Все. Спасибо большое, Сергей Александрович Толмачев, политический консультант. Вот последние слова про машинку времени, они были очень
интересно, да. Вот если посмотреть на то, как сами абхазы оценивают ситуацию, как они смотрят на машину времени, если ее немножко вперед прокрутить, да. Вот, Канваль Янович Таня, советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайный полномочный посланник 2 класса. Ну, будущее Абхазии, какое оно должно быть? Как вы его видите? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать из Абхазии. Для меня действительно честь выступать сегодня на такой престижной площадке и по такому важному поводу. Мы стоим сегодня на пороге судьбоносного события. Второй тур выборов для нас это не просто политическая процедура, это момент, когда народ определит курс страны на ближайшие 5 лет, ее стратегическое развитие и место в мире. Здесь сразу отмечу, что независимо от того, кого изберет президентом народа Абхазии, будущее республики связано с Россией. Наши страны уже долгие годы, веками даже можно сказать, связаны прочными узами. И эти отношения складывались закономерно, планомерно, и в итоге это привело все к официальному признанию со стороны России в 2008 году нашего суверенитета. И это стало логическим продолжением долгой истории братства между нашими народами и заложило, естественно, прочную основу для современного развития. На сегодняшний день уже подписано более 200 соглашений межгосударственных и межправительственных. Это показатель того уровня взаимодействия двух стран. Значит, исходя из того, что слышно в обществе и основываясь в том числе на официальных социологических опросах, которые делали вот наши коллеги из России, в том числе, можно с уверенностью сказать, что в Абхазии нет политиков или избирателей, которые выступали бы против дружбы с Россией. Независимо от политических разногласий внутри страны, все основные силы Абхазии едины в своем главном стремлении укреплять союз с мировой державой, с Россией. Это, возможно, даже уникальный случай, когда весь, скажем так, основной политический спектр государства объединен общей внешнеполитической позицией. Значит, на пороге второго тура это на самом деле особенно важно понимать, что каким бы ни был исход голосования, стратегический курс Абхазии, он останется прежним. То есть это курс на укрепление и дополнительное развитие отношений с Россией. Такая вот единая позиция – это огромная ценность для нашего народа на самом деле. Она показывает и означает преемственность курса и доверие народа к многолетнему партнерству с Москвой. Наши страны и народы, знаете, прекрасно связывает общая культура. Мы говорим на одном языке. У нас такое переплетение исторических судеб и родственные узы между семьями, кстати говоря. Мы с вами не просто соседи, мы близкие по духу люди. У нас один цивилизационный код. Мы вместе прошли через многие испытания. Это и память о Великой Отечественной войне, о совместной борьбе наших предков за общие ценности. И сегодня, значит, наши народы бок о бок помогают друг другу в рамках специальной военной операции. И все это создает особое такое чувство единства. На самом деле это по-настоящему прочный фундамент для дальнейшего успешного взаимодействия Абхазии и России. Как вы знаете, Абхазия – это страна с более чем тысячелетней историей государственности, но в новейшей истории это молодая республика, и нам еще только предстоит добиться широкого международного признания. Но уже сегодня очевидно, опираясь на поддержку России, Абхазия значительно укрепила свое положение. Наш голос звучит увереннее. Мы понимаем, что за спиной у нас стоит такой надежный и мощный союзник, как Россия. И вот наш союз, он дает нам и щит безопасности, и возможности для развития. Опять-таки, вы знаете, что благодаря России и тесным связям с Россией в Абхазию идут инвестиции, строятся дороги, школы, больницы. Вот выше коллега говорил о том, какая сейчас конкретно помощь оказывается. И я убежден, что делается это не из холодного расчета, а вот как раз-таки по зову братского сердца.
Недаром Владимир Путин еще в 2009 году говорил, что Россия относится к Абхазии как к братскому народу, который попал в беду и нуждается в поддержке, но который способен встать на ноги. Со своей стороны народ Абхазии высоко ценит такое отношение, и все наши действия, как надежного союзника, они показывают миру, что путь Абхазии, он вместе с Россией. И это исторический выбор народа. Сегодня, опять-таки, накануне второго тура выборов в Абхазии, как никогда важно понимать и помнить обо всем этом. Важна преемственность и единство, которых мы уже достигли. К счастью, как я уже отметил выше, все кандидаты и их сторонники едины во мнении о ключевом внешнеполитическом приоритете Абхазии. Поэтому выборы скорее не борьба курсов внешнеполитических, да, это состязание личностей и программ внутри общего пророссийского консенсуса. И я уверен, кто бы не одержал победу, повторюсь, он продолжит курс на укрепление союзнических связей с Москвой. Народ, безусловно, надеется на то, чтобы политическая конкуренция не перешла во вражду, чтобы после выборов народ Абхазии сохранил сплоченность, а новая власть получила поддержку граждан для созидательной работы. Отдельно хочу подчеркнуть, что Россия со своей стороны всегда с уважением относилась к выбору народа Абхазии. Впереди у нас еще очень много работы предстоит и по развитию экономики, и по укреплению безопасности, и по расширению международных контактов. Вот, мы все надеемся на то, что второй тур в Абхазии пройдет достойно, в атмосфере мира и единения. После него Абхазия выйдет еще более сильной, сплоченной, готовой к новым свершениям вместе с Россией, естественно. В завершение отмечу, что благополучное будущее Абхазии – это будущее в приоритетном союзе с Россией во имя процветания благополучия наших народов. Спасибо. Спасибо большое. Канул Ильянович Таня, советник посольства Республики Абхазия в России, чрезвычайно полномочный посланник второго класса. Ну, я только поддержу вот этот тезис, что будущее Абхазии тесно и плотно связано с Россией. А это значит, что новый президент должен быть способен обеспечить дальнейшее продуктивное взаимодействие с нами, с русскими. Россия всегда руководствуется принципами справедливости, стабильности, безопасности в отношении братских народов. Да, Россия, конечно же, поддержит любой выбор абхазского народа, но Россия поддерживает Гунбу, потому что он выступает за стабильность, законность и конструктивное взаимодействие. Его позиция направлена на укрепление суверенитета Абхазии, защиту прав всех граждан вне зависимости от национальности и развитие взаимовыгодных отношений с Россией. В свою очередь, Россия однозначно не поддерживает путчистов с антироссийской риторикой. Это надо тоже понимать. И поэтому, если победят кандидат, который, окружение которого криминальное, окружение которого антироссийское, русофобское, то отношения между Россией и Абхазией, не исключено, могут быть заморожены. По крайней мере, на тот период, пока у власти будет антироссийская русофобская клика. На этом, я думаю, сегодняшний наш круглый стол мы завершаем, даем возможность задать вопросы журналистам, если есть. Есть вопросы у журналистов? Нет вопросов у журналистов. Спасибо большое всем присутствующим, спасибо всем, кто нас смотрит, спасибо МИА России сегодня за предоставленную возможность для экспертного института социальных исследований провести круглый стол, выборы президента Абхазии, расклад сил накануне второго тура. До новых встреч.